Что, ребята, всем привет! С вами, как обычно, Антоха. И снова добро пожаловать в летний Якутск. Сегодня мы с вами посетим такие места, как Парк Победы, который открылся не так давно, буквально года два назад, точно не знаю, конечно. И новое интересное место, место силы, парк Итык-Сир, который открылся в этом году. Спойлерить вам не буду, увидите все дальше. Мы, значит, сейчас пойдем по моему обычному, можно сказать, ежедневному маршруту, по которому я прогуливаюсь либо бегаю. Пройдем заправочную станцию, кстати, покажу вам там цены на бензин. Может быть, вам будет интересно узнать, какие у нас цены. Погнали, приятного вам просмотра. Вот мы, собственно говоря, и подошли к самой площади. Здесь нас встречают вот такие красивые ворота, сейчас вам поближе покажу. Ну и встречает, как правильно выразиться, бич сегодняшних улиц, самокаты. На входе на площадь также нас встречает вот такой красивый памятник. 1941-45 год. Парк Победы. Ну, относительно новый парк, я думаю, ему где-то года два, наверное, точно не знаю. Время сейчас летит вообще незаметно. Вот такие вот хорошие металлические вставки, советская Якутия. Вот лошади. Прошу заметить, все, кстати, в шапках, в зимних, в шубах. Здесь у нас какие-то ремесленники. Не знаю, что это делают. С кожей работают, скорее всего. Здесь много информации. Ну, все-таки Парк Победы. Соответственно, здесь и тематика такая. Это чаурон называется. Якутская народная посуда. Вот якутские солдаты, бравые ребята. Ну, пойдемте дальше. 3 столба, въезд в Якутск, кстати. Давайте покажу. На этих 3 столбах постоянно фотографируются молодожены. Об них разбивают бутылки шампанского. Ну, естественно, все за собой убирают, потому что там все чистенько. Отдельная часть площади посвящена вот конкретно военной технике. Вот они, красавцы. Аллея Патриот. Здесь даже схема есть полноценная. Военная техника. Боевая машина БМП-1. Бронетранспортер 70. Танк Т-72. Бронированная разведывательная дозорная машина. Вот всякие дивизионные пушки. Здесь очень удобно. Возле каждого танка вот такое вот наименование стоит. Танк Т-55. Средний. Давайте я вам так буду показывать. Ну, наверное, все видели. У всех, я думаю, у большинства точно в городе есть похожие площадя с боевой техникой. Вблизи, конечно, это выглядит очень мощно и внушительно. Вот такой вот танк с каким-то мощным прожектором. Следующий танк Т-62. Тоже, в принципе, они практически-то похожи. Единственное, я не знаю, у этого прям такая усиленная броня. Здесь прям на башке стоит. Мощная. Ой, смотрите, какая толщина железа. Да, очень внушительно. Следующий. Боевая разведывательная дозорная машина БРДМ-2 сокращенно. Сразу хотелось бы отметить, что вот такая машинка у меня была в детстве. Только, по-моему, желтого, что ли, цвета. Напишите-ка в плюс в чатик. Точнее, не в чатик, а в комментариях, у кого такая же была. Да, вот один в один вообще. БТР-70. Ну, БТР я уже знаю, я внутри сидел, мы использовали такой, я не знаю, такой же был или не такой, на учениях в институте, когда учился. Было вообще классно, конечно, до сих пор я под впечатлениями, до сих пор помню тот день. Мы бегали что-то в бронежилетах, и вот такая вот техника нас сопровождала. Или мы ее сопровождали. Броневая машина пехоты БМП-1. Здесь прям вот, что сильно отличается от других, здесь башка такая прям маленькая, да?
Да, с боевой техникой, к сожалению, у меня по боевой технике, точнее, познаний немного. Кто в танки играет, ребята, по-любому вы там все знаете, все шарите. Где там броня пробита, не пробита бывает. Расскажите, поделитесь. Ну и здесь вот стоят зенитные пушки. Да, мощные пушки. С них, конечно, отдача серьезная. Сколько вот видосов тоже смотрел на YouTube и так далее. Здесь вот памятник советскому солдату. О, солнышко вылезло, ребята. Вот такой красивый памятник. Кто-то здесь цветочек положил. Медали. Медали, кстати, за отвагу, за отвагу, за отвагу. Гвардия СССР. Гордость берет, ребята, гордость берет. И рядом с ним вот такая вот пушка. Вот этот вот очень интересно выглядит. 23 миллиметра, зенитная самоходная установка. Посмотрите. Вот здесь вот идет круг. На этой площади я бегаю по утрам. Ну, не то, что по утрам, там, когда время есть, здесь бегаю. А здесь я замерял, по-моему, 600 метров длина одного круга. То есть я бегу вот по этой дороге, по которой мы шли, прибегаю сюда. Здесь делаю несколько кругов и обратно. Кстати, на прошлом видео мне один комментарий понравился. Человек написал: блин, ветер дует, да, сейчас, наверное, задувает. Человек написал: блин, как у вас, говорит, мало людей в городе, хочу, говорит, к вам. И я задумался, что действительно это один из важнейших, наверное, моментов, чем мне нравится наш город. То, что здесь действительно нет вот этой массы людей, потока вот этого. Все куда-то спешат, бегут. Вот беседочки. Тоже все тематически посвящено Великой Отечественной войне. Надписи с датами, какими-то важными датами, точнее. Есть вот штрих-коды, штрих-коды, QR-коды, можете проходить, там читать информацию. Очень красиво тоже сделано, не знаю, видно? Так, ну и, собственно говоря, сейчас мы с вами отправимся в парк под названием Итык-Сир. Отсюда его видно, по-моему. Вон он, да, небольшой такой парк. Называется это «Место силы». Сделали его, ну, точнее, открылся он, по-моему, в этом году. Так что мы сейчас с вами будем одни из первых, кто это детище увидит. Там очень красиво. Забегая вперед, весной я туда уже приходил. Он еще не был полностью открыт. Но там очень красивые поделки. И мы сейчас будем прорываться с вами здесь. На самом деле вход там с другой стороны, где-то вот оттуда. Но я посмотрю, попробуем пройти здесь, чтобы кругами сейчас не нахаживать. Вот здесь можно дворами пройти. Насыпная дорога какая-то. Ну там частный сектор. Вот он сам парк издалека. Но здесь все застраивается, облагораживают. Мне очень нравится. Якутск последний. Вот там новостройки. Якутск вообще застраивается. Так что добро пожаловать к нам. О, какая интересная тропинка. Люди, видимо, сами здесь натоптали. Здесь дорога идет, но она вся затоплена. То есть отсюда не пройти сейчас. Ну, снега было много, снег растаял. Здесь и сама по себе местность болотистая такая. И там сейчас все в воде. Мы сейчас вон оттуда зайдем. Ну, классная такая тропинка, да? Выглядит прям прикольно. Сколько много освещения на этом парке. Короче, ребята, нам придется сейчас проходить вот здесь. Здесь кто-то постарался, накидал досок. Видимо, люди сами тоже накидали, потому что идти очень далеко придется. Где-то там переходить, потом здесь возвращаться. Давайте попробуем на свой страх и риск. Надеюсь, не утону, не засосет. Все ради вас. Хоп. Так, здесь что у нас? Вода просачивается. Держим баланс. Аккуратно. Аккуратненько. Ну и вот и все. Вроде бы прорвались.
Замечательно. Ну, я думаю, в ближайшее время здесь все облагородят, сделают. Но здесь будет сложновато, потому что, говорю, здесь болотистая такая местность. Вот здесь дорогу отсыпают, здесь полноценный вход будет. Вот мы и добрались. Там техника работает. Ребята, у меня для вас не лучшие новости. Проход закрыт, посажен газон. В общем, туда пока внутрь не попасть. Но я сейчас что смогу, покажу вам вот так издалека. Все ручной работы. Смотрите, кони, коновязи привязаны. Здесь тоже. Насколько мне известно, это разные. По-моему, здесь кобылы или наоборот, здесь мальчики. Жеребята. Это девочки же, ребята. Потому что, ну, я сейчас с той стороны покажу. Вот с этой стороны чисто мальчики стоят. Вот эти деревянные все. С этой стороны только девочки стоят. Я точно вам не скажу, не расскажу за эту площадь. Как бы мои знания в этом плане не очень. Но что успел в интернете прочитал, это место силы. Здесь проводят обряд, встреча солнца и так далее. Ну, я уже не раз говорил, что встреча солнца в Якутии довольно-таки важный момент, потому что мы очень долго находимся в зиме, скажем так, 9 месяцев из 12, грубо говоря, у нас практически зима. Вот такие вот интересные орнаменты стоят. Они, кстати, по периметру везде идут, вот такие вот круглые штучки. И везде орнамент разный. По крайней мере, мне так кажется. Да, внутрь мы так и не попадем. Сейчас я вам покажу с другой стороны все. Кстати, вот ленточки тоже, которые я вам с леса показывал. Постоянно везде вот веревочки с ленточками. Ну, а это очень красиво, кстати, смотрится. Мне прям нравится. Вот площадь с другой стороны. Вот посередине шаман. Слева мальчики. Очень классно сделали, конечно. И справа девочки. Тоже количество, наверное, что-то значит. Я точно не скажу. Вот коновязь с конем. Вот эта коновязь, это серге называется. Такой священный столб в Якутии тоже на праздник Исаах. Ну, вообще очень много завязано в Якутии вот с этим столбом. Я вам еще покажу на основной площади, площади Ленина, тоже она выполнена в таком же стиле. Покажу, в общем, какой конь могучий. Смотрите, какая у него грива. Тоже конь, кстати. А вот там, по-моему, кобыла стоит с другой стороны. Стоит вот такая урна, кстати, для проведения обрядов также. И смотрите, что я внутри увидел. Это не мусор, это то, кому не жалко что-то пожертвовать. Единственное, конечно, бычок, как обычно, вот это вот я не совсем понимаю. Смотрите, жвачки, какие-то конфетки дети, видимо, побросали, мелочь, вот 10 рублей, 5 рублей, карты пластиковые. Но это прям уже современно, да, такое все осовременилось. Ну что, ребята, на сегодня экскурсия по летнему Якутску у нас закончилась. К сожалению, внутрь попасть мы не смогли, но посаженный газон — дело святое. Но думаю, в будущем получится. Может, еще как-то покажу. Классное место. Почитайте про него в интернете. Я думаю, там будет информации побольше, потому что мои знания в этом плане, увы, ограничены. Может, где-то позже что-то узнаю, дополню в комментарии к ролику, напишу, закреплю. Вот. Вам всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и мирного неба над головой. Пока-пока. Кстати, вот эти вот все недоделанные переходы, точнее самобытные переходы, люди, которые сами делают, мне почему-то нравятся. Я, когда по ним хожу, я как будто возвращаюсь в детство.